Ревизоры сразу расходятся по разным отделам магазина, проверяют дату изготовления, маркировку и сроки годности товаров. На особом контроле мясомолочка, полуфабрикаты и кондитерские изделия. Это уже просроченный. В этом оптовом магазине просрочки набралось на целую корзину. Это в основном сладости. Сроки годности у этих шоколадных конфет и печенья истекли еще в прошлом году. Сотрудники магазина или проворонили, или вообще надеялись на невнимательность покупателей. Но от ответственности это не освобождает. Нельзя сказать, что это сплошь и рядом, да, что много продукции здесь просрочено. Здесь и нельзя сказать, что это какой-то злой умысел, да, просто не доглядели, не реализовали эту продукцию, да, она стоит здесь на прилавке. В ходе рейда мы проверяем и на все эти нарушения будем указывать уже владельцам этой торговой точки. При виде проверяющих некоторые недобросовестные предприниматели спешно закрывают свои торговые точки. Видимо, им есть что скрывать. Но даже такая крайняя мера не поможет. Комиссия обещает нагрянуть неожиданно. У нас уже, да, зафиксировано, они уже, можно сказать, в черном списке, да, такие торговые точки мы будем уже систематически проверять, так как уже есть на них подозрение, что, да, если они закрылись, ушли, что они занимаются уже недобросовестным предпринимательством, то есть там могут быть нарушения, да, своим поведением они это показывают. Проверяющие направляются дальше. В этом магазине нарушение также налицо. Правда, связано это не с просрочкой, а с отсутствием масок на продавцах и покупателях. Вот эти маски, вот здесь они должны стоять. Да. Каждому, да, покупателю вы должны сообщать, да, что без масок вы не обслуживаете. Если у них нет масок, пускай они одевают. Администрация магазина обещает устранить это нарушение и заверяет, что к самой продукции их супермаркета у покупателей претензий нет. У них все свежее и качественное. Но ревизоры не привыкли верить на слово. Они внимательно проверяют каждую категорию товаров. Впрочем, просрочки в этом магазине действительно не нашлось. Нету, да? Нету, алхамдулиллах. Да, пока мы здесь не выявили. Просрочка может не только испортить настроение, предупреждают специалисты, но и стать причиной отравления. В залежавшемся товаре могут завестись грибки или даже кишечная палочка. Скупым предпринимателям, которые готовы пожертвовать здоровьем покупателей ради лишнего рубля в кассе, придется раскошелиться. За нарушение санитарных правил грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие торговой точки на 3 месяца. В ходе вот этих рейдовых мероприятий мы выявили и просроченную продукцию, которая уже с самими предпринимателями уже на месте, на добровольной основе снималась с реализации. И, конечно же, в отношении них уже мы будем возбуждать дела об административном правонарушении. Технических регламентов, часть 1 статьи 1443, там значительные штрафы начинаются от 10-20 тысяч рублей и более. Сотрудники Роспотребнадзора просят покупателей быть внимательными, обращать внимание на срок годности и маркировку товара, а в случае обнаружения просроченной продукции обращаться в администрацию магазина или в их управление. Тамара Хшагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24.